Салам алейкум, хурматли милләттәшләр, каумагыз дуслар. Здравствуйте, уважаемые сторонники независимого Башкортостана, подписчики моего канала. Сегодня я хотел бы с вами поговорить немного об экономике, а точнее о том, как Москва нас грабит, сколько она у нас отнимает у республики денег, на что она их тратит. А сегодня все эти деньги тратятся на войну. И если бы мы, будучи независимым государством, оставляли эти деньги у себя, куда бы мы могли бы эти деньги деть, да, потратить, на что могли бы их потратить? Когда люди слышат такие там экономические термины, как там внутренний валовый продукт, сальдо торгового баланса, экспорт, импорт, им становится неинтересно. Вот им нужно конкретно четко, то есть вот какая-то определенная цифра, что можно на эту сумму купить, продать, конкретные четкие примеры, то есть что приобрести можно. И вот наш экономический отдел Комитета Башкирского национального движения за рубежом, он разработал документ, где четко показано, сколько денег у нас Москва забирает, пускает эти деньги на войну. И если бы эти деньги оставались бы у нас, в Республике Башкортостан, на что мы могли бы их потратить. Итак, четко, конкретно по примерам. Правительство России, ну а по-другому, точнее, Путин и его мафия, потому что именно они управляют Россией. Вот. Так вот, правительство России внесло в Госдуму проект федерального бюджета на 2025-2027 года. В 2025 году расходы на национальную оборону и внутреннюю безопасность составляют будет составлять, точнее, да, будет около 40%. На 2025 год, еще раз говорю, от всего бюджета страны. То есть, представляете, да, практически половина бюджета страны будет уходить на войну и на внутреннюю безопасность, так называемую. Что такое внутренняя безопасность страны? Это ФСБ, МВД, Центр по борьбе с экстремизмом. Это вот все то, что за нами следит, нас разгоняет на митингах, нас бьет, сажает, фабрикует уголовные дела, в тюрьмах нас пытают и убивают. Вот это все так называемая внутренняя безопасность. Внутренняя безопасность Путина. От нас, от народа. Так вот, 40% бюджета будет потрачено вот на эту так называемую внутреннюю безопасность и на войну, которая сейчас ведет Россия против Украины. Это больше, чем запланированное финансирование на образование, здравоохранение, социальную сферу, национальную экономику вместе взятые. Вот на войну и на вот этих силовые структуры будет потрачено больше, чем на все перечисленное, вместе взятое. Расходы на оборонный сектор составят, многие, наверное, услышали, наверное, уже эту цифру, 13 триллионов 200 миллиардов рублей. 13,2 триллиона рублей. Вот такая сумма будет потрачена на войну. Какая доля от бюджета Российской Федерации от Башкортостана? Вот какая там сумма наших башкирских денег в этом бюджете? Если взять вот те годы ведения боевых действий, которые начались после полномасштабного вторжения в Украину с 2022 по 2024 год, так вот, общая сумма бюджета Российской Федерации составляет 93 триллиона 550 миллиардов рублей. За эти 2,5 года, там, 3 года, да, с 2022 по 2024 год. Вот из этих общих денег 3 триллиона 766 миллиардов это наши башкирские. 3 триллиона 766 миллиардов рублей. Это те деньги, которые были забраны у Республики Башкортостан. Москва забрала у нас эти деньги за эти 3 года. Это не только налоги, это вообще общая совокупность всех выплат, сделанные компаниями, которые ведут деятельность на территории Республики Башкортостан и с продажи ресурсов, с добычи недр и так далее. Вот 3 триллиона 766 миллиардов. У себя мы оставили за эти 3 года 1 триллион 98 миллиардов. То есть мы у себя оставили в 3 раза меньше. Больше, чем в 3 раза меньше у себя оставили. И получается в 3 раза больше, чем в 3 раза отправили. Не отправили, точнее, Москва у нас забрала. Если брать в процентах, то это вот от общего бюджета 4% наших башкирских денег. Вот в российском, в этом бюджете за эти 3 года 4,02% это наших денег. 3 целых, еще раз говорю, 766 миллиардов рублей.
По разным оценкам, по состоянию на октябрь 2024 года Россия потратила на войну от 22 до 30 триллионов рублей. Наиболее приближенные к реальности цифры — это 28,7 триллионов рублей. Это вот столько было потрачено за эти 2,5 года войны, полномасштабной войны. Если мы берем в расчет вот те самые 4%, 4,02 бюджета наших башкирских денег, взятых из Башкортостана, то получаем цифру 1 триллион 205 миллиардов рублей. Вот запомним эту цифру. 1 триллион 205 миллиардов рублей – это те деньги, которые были потрачены на войну из Башкортостана. Большая эта цифра или нет? Вот как-то вот так навскидку как бы непонятно. И на самом деле это огромная цифра. И сейчас я вам по примерам докажу, что это очень большая цифра. Что такое для Башкортостана это деньги, да, на что мы могли бы их потратить? Первое. Это 3,3 среднегодовых бюджета Башкортостана. То есть наша республика Башкортостан на 1,2 триллиона рублей могла бы жить больше 3 лет. Еще могла бы дополнительно, получается, копить за эти 3 года, зарабатывать. 3 с лишним года мы могли бы жить на 1,2 триллиона рублей. Еще большие примеры, если еще большие примеры, то это 1,2 триллиона рублей – это 4613 детских садов УМКа, которые были построены в Демском районе города Уфы. Строительство такого детского сада обошлось в 250 миллионов рублей, ну, по документам, да? 250 миллионов рублей строительство этого сада, детского сада. Вот таких красивый, вообще шикарный детский сад был построен. Вот на фотографии вы видите. Вот таких детских садов можно было бы построить по республике Башкортостан 4613. У нас 54 района в республике Башкортостан. То есть на каждый район это было бы по 85 детских садов. Таких как УМКа. 85 детских садов на каждый район. В каждом районе. Мы знаем, что у нас сейчас катастрофически не хватает детских садов. А так вот было бы по 85 штук в каждом районе. Итак, что такое 1,2 триллиона рублей для Башкортостана, которые сегодня уходят на войну? Ушли уже на войну. Это 30 таких новых мостов, как Восточный выезд в городе Уфе, которые строили так долго. Мы помним, да? Буквально недавно его там Хабиров сдал. Строительство такого объекта, проект нам обошелся в республике 40 миллиардов рублей. Так вот, таких мостов, путепроводов с туннелем под рекой, мостом огромным, таких 30 штук можно было построить по республике на эти деньги. 1,2 триллиона рублей – это 104 500 километров асфальтированной дороги. Таких, как, допустим, построили между Старо-Субхангулово и заповедником Шульганташ. 104 500 километров. Это хватило бы, чтобы сделать 6-полосную дорогу Уфа-Оренбург и еще 4-полосную дорогу по Белорецкой трассе. До Уралика, да, мы все любим ездить. Тещин язык, Инзер, Терменево. Вот эта вся дорога была бы 4-полосная. 2 полосы в одну сторону, 2 полосы в другую сторону. И еще хватило бы асфальтировать другие дороги. 104 500 километров асфальтированной дороги. 1,2 триллиона рублей, которые у нас Москва забрала на войну, это 11 миллионов квадратных метров жилья. 11 миллионов. Согласно среднерыночной стоимости в Башкортостане, да, это примерно 274 тысячи однокомнатных новых квартир, которые в Башкортостане могли бы построить и бесплатно раздать для молодых семейных пар, для детей-сирот, для инвалидов, для других малообеспеченных групп населения. 274 тысячи однокомнатных квартир. Гигантская цифра, вдумайтесь только. У нас люди страдают без жилья, цены бешеные, не могут купить, снимают, молодые пары особенно, да? А тут 274 тысячи однокомнатных квартир. Если нужно что-то более осязаемое, то это 256 элитных жилых комплексов, таких как «Аристократ», которые построили в Уфе возле парка Якутова. Со спортзалами, скрытой парковкой, детскими площадками, террасами. 256 вот таких вот жилых комплексов. На картинках видите, да? Очень красиво. Это закрытая территория, видеонаблюдением со всеми.
1,2 триллиона рублей – это 2348 школ. Таких новых школ, как, допустим, школа ИКЕН, на 1500 мест в Казани, со собственными школьными лабораториями, 2 читальными залами, конференц-залом, спортивным залом с тренажерами, собственным бассейном. Такая школа одна стоит 511 миллионов рублей. И вот таких школ по республике Башкортостан мы могли бы построить 2348 штук. 2348 школ на всю республику Башкортостан. Вот что такое 1,2 триллиона рублей. Это 428 новых поликлиник, таких как построили недавно в Екатеринбурге, в Академическом районе на 1200 пациентов. Это поликлиника с суперсовременным оборудованием, с отделением неотложной помощи, с травмпунктом, женской консультацией, где предусмотрено несколько операционных, отдельная физиотерапия, эндоскопия. В этой поликлинике есть флюорография, 2 маммографа, костный денситометр, компьютерный томограф, 2 рентгента. Таких поликлиник мы могли бы построить по республике Башкортостан 428 таких поликлиник. У нас в республике 54 района и 21 город. В общей сложности мы могли бы построить по 5 поликлиник в каждом районе и в каждом городе. Представьте, да? В Бурдянском районе 5 поликлиник, в Чекмагушевском районе 5 поликлиник, в Янаульском районе 5 поликлиник, в городе Салават 5 поликлиник, в Нефтекамске, в Учелах и так далее. А мы тратим, еще раз говорю, точнее не мы, у нас забирать эти деньги на войну. Дальше пошли. 1,2 триллиона рублей – это 99 хоккейных комплексов уровня Уфа-Арена. С учетом инфляции в 2007 году построили, вот с учетом инфляции, тогда этот проект стоил 845 миллионов рублей. И вот мы могли бы построить на сегодня таких 99 комплексов Уфа-Арена, хоккейных комплексов. 99 штук по всей республике. Это 52 футбольных стадиона уровня Альянс Стадиум, такой, как построен в Турине. С учетом инфляции его построили в 2011 году, он тогда обошелся 155 миллионов рублей. Вот сегодня мы могли бы с учетом инфляции построить таких 52 футбольных стадиона. 52 на республику. Нам, конечно, столько не надо, я просто к тому, чтобы вы примерно понимали, сколько это денег. Ну и вообще, вот как бы, да, наконец-то, под конец, то есть такой яркий пример, это 6 таких высоток, как Бурдж-Халиф. Это высоченная высотка в Объединенных Арабских Эмиратах, жемчужина, можно сказать, да, мирового строительства. Бурдж-Халиф, вот таких мы могли бы построить 6 штук. На нее в 2011 году потратили $1,5 миллиарда. С учетом инфляции мы могли бы сегодня построить таких 6 штук в республике Башкортостан. Вот что такое 1,2 триллиона рублей. Вот эти деньги у Башкортостана отбирают и отдают, направляют на войну, на ведение войны против Украины, того государства, которое ничего не сделало башкирам, жителям Башкортостана. Но у нас забирают эти деньги, с нас не спрашивают, потому что почему? Потому что мы колония. Мы колония, бесправная колония, которая забирает эти деньги. И еще мы не учитываем, когда я называю эту цифру 1,2 триллиона рублей, сюда еще не входят те деньги, которые Хабиров раздает. Хабиров и остальные госструктуры наши, республиканские, для мобилизации населения на эту войну, на раздаче, покупке обмундирования, зарплату из казны республики, гуманитарную помощь, которую везут туда, в Украину, на Донбасс. Эти деньги туда даже не входят. Это еще какая-то огромная дополнительная сумма денег. Вот все эти деньги Республика Башкортостан отдала, точнее у нас забрали на войну, чтобы Путин захватывал соседние государства, население которого нам, как я еще раз говорю, ничего не сделало. Плюс мы еще к этим деньгам, которые у нас забрали, у нас еще забрали жизни более чем 3000 мужчин Башкортостана. А еще несколько тысяч
остались инвалидами, без рук, без ног, без глаз, контуженные и так далее. Вот подумайте, вот после этого видео, скоро приближается 11 октября, так называемый День Республики, когда будет Хабиров там праздновать, возлагать цветы. Так, является ли сегодня Республика Башкортостан на самом деле республикой? Я лично считаю, что нет. Республика Башкортостан — это колония, у которой, бесправная колония, у которой забирают денег сколько хотят. Напомню, как я сказал, в 3 раза больше за 2 года забрали, чем мы у себя оставили. Это не республика, это колония. И нужна ли нам вообще эта война? Куда уходят такие огромные деньги, которые мы могли бы у себя потратить? Нужна ли нам эта Москва, которая у нас забирает эти деньги? Я думаю, что нет. Мы вообще богатая, мы очень богатая республика. У нас все есть для того, чтобы жить безбедно. И я вам на примере сегодня доказал, что мы можем жить очень достойно, как любая нормальная европейская страна. До этого, кто не смотрел видео, посмотрите, у меня есть, там по нашим расчетам уровень нашей жизни мог бы сравниваться с уровнем Португалии, сегодняшний уровень, да, или Хорватии, которые живут очень достойно. Вот столько мы зарабатываем, столько мы производим доходов, наша республика, что мы могли бы жить на уровне Португалии или Хорватии. Но мы сегодня колония, где зарплаты нищенские, где воспитатели, учителя получают там по 30 тысяч рублей в сельских глубинках. Вот что такое сегодня Республика Башкортостан. Колония. На этом все. Подумайте после этого видео хорошенько, нужна ли нам эта война и сколько мы еще заплатим за эту войну, пока она длится. На этом все. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите в комментариях, будем обсуждать.